Открывая 65-ю научную сессию, директор Абеги Арда Ашуба подвел итоги деятельности института за 2020 год. Подобные конференции Абеги проводит ежегодно, и традиционно в ней принимают участие ученые, академики, аспиранты, преподаватели и студенты АГУ. Нынешняя итоговая сессия посвящена столетию видного ученого-этнографа, кандидата исторических наук Лили Акаба. О биографии и непростой судьбе семьи рассказала ее дочь Нателла Акаба. В 30-е годы по приказу Берия был репрессирован отец Лили, Хуршид Шамба, и вся семья была вынуждена на долгие годы переехать в Москву. Мама моя очень активно занималась научной деятельностью. В 1944 году она поступила в аспирантуру и закончила ее в 1951 году, защитила диссертацию. Ну, как вы знаете, она занималась этнографией абхазов, и ее работы многие были посвящены ачимчирским абхазам, потому что сама она была все-таки родом из Тхины. В 1954 году, когда не стало Берия и Сталина, многие абхазы стали возвращаться в Абхазию. И мы тоже вернулись в 1954 году, поселились в Сухуми, и мама стала работать в Абни. В Абеги Лили Акаба проработала около 50 лет, оставив после себя богатое научное наследие. Она исследовала широкий круг вопросов этнографии абхазов – быт, культуру, семейные отношения, жилище, народное творчество и традиционные верования. В своих работах Лили Акаба зачастую использовала данные фольклора, языкознания и истории. Сегодня, пожалуй, ни одно историко-этнографическое, кавказоведческое исследование не обходится без ссылок на работы Лили Хуршидовны. Они прочно вошли в золотой фонд отечественной науки. Своими трудами она достойно и убедительно отвечает на вечные вопросы: кто мы, откуда мы, куда мы идем, абхазы, с чем мы пришли в этот мир, что он нам дал, чем мы интересны себе и человечеству. Научная деятельность ученого-этнографа продолжалась более 50 лет. Акаба отличали яркий исследовательский талант, колоссальная эрудиция и высокий профессионализм. Ее жизнь является предметом бескорыстного служения науке. Кроме этнографии, сферой научных интересов Лили Акаба была мифология. И как результат, первая научная монографическая работа по мифологии абхазов. Как солидный ученый-этнолог, автор прекрасно осознавала роль и значение мифологии в формировании духовной основы жизни этноса. Для своего исследования она берет самые яркие образы абхазской мифологии, образы Нартов и Абраскила, а целью ставить выявление древнейшего слоя этой части самобытной культуры. Но достигнут поставленную задачу, естественно, самая сложная ее часть, тем более, когда материал для исследования, кстати, это тоже правда, представлен был тогда, тем более, неполно, можно сказать, даже мало. Но Лилия Хуршидовна Акаба, как сама писала, всегда знала, что сказания абхаза представляют исключительный интерес не только для изучения истории религии этого народа. Они являются также дополнительным источником для исследования, становления и развития человеческой идеологии вообще. В сессии также принял участие архимандрит Дорофей Дбар, выступивший с докладом «Моление у крестов причерноморских адыгов в долине реки Пшада». Архимандрит рассказал, как в первой четверти XIX века французский аристократ Тетбу де Мариньи совершил несколько путешествий в Черкесию. Его дневниковые записи включают ценный материал об адыгах, их традиционной культуре, укладу и религии. В своих записях Тетбу де Мариньи иллюстрирует и описывает, как проходил обряд моления адыгов у крестов в долине реки Пшада. Грубо вытесанный крест, сообщает он, вершина которого имеет 3 листика, освещает это место. Здесь нельзя рубить деревья или прикасаться к оставленным предметам. Это охраняемый знак христианства, оставленный их предками. Они не знают, что он означает, имея в виду современников его. Они собираются перед крестом в определенные дни года, когда отмечают торжественные празднества. Только возрасту и благородству представляется право произносить от имени рода молитвы, обращенные к всемогущему. Однако священники, так он называет, совершители моления, не составляют у них отдельного класса.
И имея на себе только бурку, они подходят к кресту в окружении людей, хранящих глубокое молчание, и возносят молитвы Создателю, прося его сохранить их поля, даровать обильный урожай и уберечь их от чумы. Итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований продлится до 9 апреля. Ученые подготовили более 40 докладов на тему абхазского фольклора, этнологии, археологии, истории, языка и литературы. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.